Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей ХБР. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Строительство дорог в Крыму. Жителям многоквартирных домов начали приходить квитанции об оплате за услуги капитального ремонта. Международный день бухгалтерии. Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-майора полиции министру внутренних дел по Республике Крым Сергею Абисову. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля. Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Абисову Сергею Вадимовичу, говорится в указе президента, подписанном 9 ноября. Напомним, Абисов был назначен главой МВД Крыма 5 мая 2014 года. Диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины, готовившая атаки на военные объекты в Крыму, задержана в Севастополе, сообщает ФСБ России. У задержанных были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты схемы объектов предполагаемых диверсий, отметили в спецслужбе. Напомним, в августе ФСБ также сообщала о предотвращении в Крыму серии терактов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным силовиков, диверсанты намеревались дестабилизировать обстановку в регионе и в период подготовки проведения выборов. Сегодня в Первомайском районе прошел День Государственного совета Республики Крым. Спикер Крыма Владимир Константинов посетил сельские поселения района и ознакомился с местными проблемами. Для развития учебных заведений из государственного бюджета выделены средства, а также отметили, что до 2020 года Крым будет полностью газифицирован. Наш корреспондент Султаниса Такаева расскажет все подробности в следующих выпусках. В Бахчисарае открывается Евразийский гуманитарный институт имени Гаспринского. Учредительный договор о создании автономной некоммерческой организации высшего образования подписали Крымский исторический музей-заповедник и Центр развития науки и образования. Это первый шаг в создании высшего учебного заведения Бахчисарая, который многие столетия славился своими учебными и научными центрами, сообщил учредитель Крымского исторического музея-заповедника Гулливер Альтин. По его словам, Евразийский институт станет научно-исследовательским и учебно-практическим учреждением, которое будет готовить специалистов в области истории, охраны объектов культурного наследия, туризма, проектного управления, бизнеса и так далее. К работе учреждения будут подключены ведущие специалисты известных учебных заведений России и других евразийских государств. Победа Дональда Трампа является скорее закономерной, нежели спонтанной. Об этом сегодня сообщил сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук. Также эксперт отметил, что Россия и Америка – стратегические партнеры, а не союзники. О том, какие прогнозы делают политологи по поводу российско-американских отношений, расскажет наш корреспондент Сабрия Халиляева. Политологи однозначно оценивают приход Дональда Трампа на пост президента США. Это новый этап российско-американских отношений. Сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Александр Форманчук уверен, что Дональд Трамп сможет найти к Владимиру Путину лучший подход, нежели Хиллари Клинтон или президент Барак Обама. И вот теперь у Трампа как раз есть возможность компенсировать тот провал, который пережили Соединенные Штаты Америки с Обамой. И Трамп может выйти на позиции таких очень влиятельных мировых лидеров, но при одном условии, если он установит такие прогнозируемые отношения с Путиным. Я думаю, что это возможно только при этих условиях. Обращая внимание на сопредельное государство, стоит отметить, украинские власти с недовольством восприняли нового американского президента. И это неспроста. Стоит напомнить, что в августе этого года Дональд Трамп писал на своей страничке Twitter, что в Украине царят беспорядки, а его оппонент Хиллари Клинтон только поддерживает их. Санюк и многие другие. Я думаю, что Украина на самом деле сегодня переживает в связи с победой Дональда Трампа действительно состояние шока политического, потому что это не соответствует их ожиданиям и продолжению той политики, которой они привыкли в исполнении Соединенных Штатов Америки. По словам политолога Владимира Джарала, Трамп является американистом и будет делать основной упор на решение внутренних проблем. Также Джарала отметил, что выборы проходили по двуступенчатой системе. Теперь в течение 2 месяцев до инаугурации Дональду Трампу нужно доказать членам Сената и Конгресса, что он настоящий американский президент. Путин уже подал этот сигнал, где четко было заявлено, что мы готовы вернуться к полному объеме. О чем идет речь? То есть соглашение в ядерной сфере, достижение соглашений о взаимодействии в Сирии и так далее. В этих условиях стоит вопрос о Крыме. Как, собственно, он может развиваться?
Трамп однозначно заявил, Крым это Россия. Исторически это сложилось так. Более того, мы можем говорить о каких-то деталях, но никто не сомневается в том, что это был выбор самого народа, который он осуществил. Да, есть какие-то там проблемы, конфликты, которые, но их же всегда можно спокойно решить. Внимательно за ходом предвыборной гонки следили и россияне, а еще больше крымчане. Ведь в своей предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, не раз подчеркивал свое стремление наладить российско-американские отношения и, в частности, признать Крым российской территорией. Если вы станете президентом, вы признаете Крым российской территорией? Мы это рассмотрим. Да, мы рассмотрим. Крымчане единогласно утверждают, приход Трампа к власти в Америке положительно отразится на мировой экономике и на отношениях между двумя странами. Ну, я думаю, что он, наверное, более трезвомыслящий, не такой оголтелый, как Клинтон. Я скажу, что я очень положительно отношусь к этому, в первую очередь потому, что я, во-первых, следила за всем происходящим и сейчас продолжаю следить. Продолжаю следить за курсом доллара и в первую очередь считаю, что это отразится на мировой экономике в целом. Ну и, конечно, на российской экономике тоже. Ну, конечно. Я считаю, что это такая фигура, которая хотела мира в данное время. Я так думаю, что это, слава богу, что так случилось. Мы рады, по-моему, все рады. Если он стал президентом, я думаю, что с Россией дела наладятся, я так думаю. Потому что как бы Трамп раньше относился к России, и у него были тут какие-то дела. Ну а там дальше посмотрим. Республиканец Дональд Трамп выиграл народное голосование на президентских выборах в США. Большинство штатов поддержало республиканца Трампа и его кандидата на пост вице-президента Майка Пенса. Бывшая до начала голосования фаворитом демократ Хиллари Клинтон проиграла ключевые штаты – Флориду и Огайо. Утром 9 ноября по Москве она позвонила своему оппоненту и признала поражение. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Сегодня по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев встретился с жителями сел Лекарственная, Пожарская, Водная, Кольчугина и Демьяновка. Инициаторами встречи также выступили жители, которые возмущены новостью о появлении у них на территории сельского поселения 3 гравийно-галечных карьера. На встрече также побывал наш корреспондент София Шукурова. В зале собралось более 300 жителей. Каждый пытался донести до представителей власти проблему, с которой столкнется село после появления карьеров. Около 10 скифских захоронений. Ребята, которые занимаются этим разработкой, говорят, у нас не входит это. Понятно, что у нас сначала, где они начнут, там не входит. Но потом это все идет под снос. На собрании присутствовал московский предприниматель Сергей Луганский, который выиграл тендер на 20-летнюю аренду живописных холмов для разработки 3 карьеров по добыче щебня на строительство дорог и аэропортов. Он утверждает, несмотря на то, что лицензия выдана на 20 лет, технический процесс разработки проекта карьера займет не более 5 лет. Пока все граждане поймут, что никакого вреда от карьера не будет, что внешняя ситуация не изменится для них полностью, что по их дорогам не будут ездить грузовики, потому что мы будем делать объездные дороги. Не будет никаких заказников рядом, не будет снос деревьев. Пока это все мы не разъясним, мы не приступим к работе. Мы делаем предварительное изучение. И все, что мы где будем бурить, мы же не будем сносить всю гору. Там, где есть родники, это ни в коем разе. Министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев считает, что все делается согласно законодательству. Также, по его мнению, у жителей появятся новые рабочие места. Мы уважаем позицию местных жителей. Мы понимаем, что жители не хотят, чтобы в пределах визуальной видимости разрабатывался карьер, хотя этот карьер не щебеночный, здесь нет взрывных работ. Недропользователь готов в процессе реализации своего проекта создать порядка 80 рабочих мест. И поступление в сельский бюджет увеличится до 15 миллионов. Встреча с министром экологии и природных ресурсов местных жителей не успокоила. Они по-прежнему взволнованы разработкой карьера, планируют и дальше отстаивать свое мнение. Мы недовольны результатами собрания, потому что мы увидели позицию, что все-таки Министерство экологии очень хочет, чтобы этот карьер был, а мы не хотим. Поэтому для нас борьба не закончилась. Я мать 2 детей. Моих детей лишили детского сада, сейчас моих детей лишают здоровья.
Я против возобновления работ на карьере и вообще карьера. По итогам встречи была создана рабочая группа, посредством которой будет осуществляться обмен информацией между жителями и профильным министерством. В нее вошли местные активисты и представители Министерства экологии и природных ресурсов. София Шукурова, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Жителям многоквартирных домов начали приходить квитанции об оплате за услуги капитального ремонта. Для крымчан этот вид налога является новым. Сегодня наша съемочная группа пообщалась с местными жителями и попыталась узнать, что это за платеж, как его производить и обязателен ли он. К ежемесячным квитанциям за свет, газ, воду и квартплату добавилась еще одна – оплата за услуги капитального ремонта. Жительница микрорайона Фонтаны Нелли Османова проживает в двухкомнатной квартире площадью 52 квадрата. Она рассказывает, что их дом новый и ремонт в нем не требуется. Женщина возмущена. Такое нововведение ее не устраивает. Квитанции уже за сентябрь. Разговор был, что с октября будут начисляться. Сентябрь и октябрь. Моя двухкомнатная квартира, мне начисление 317 рублей. Наш дом новый. Значит, мы будем такие суммы отчислять, мы ремонта не увидим лет 15-20. Светлана Асанова одна проживает в двухкомнатной квартире. Площадь ее жилья такая же, как и у Нелли Османовой. За сентябрь и октябрь ей начислили более 600 рублей. Если по истечению 2 месяцев она не оплатит эту услугу, женщине выпишут штраф. Как нам обещали, что за капремонт жилого здания людям свыше 70 лет будет 50%, а после 80 вообще бесплатно. Вот прислали квитанции, никаких нет льгот. Дали телефон горячей линии, они не отвечают. Стоит отметить, что в Крыму уже создан региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Данная программа подразумевает ежемесячный взнос, начиная с 2016 года. Обязательный взнос для людей, проживающих в многоквартирных домах, потому что у них в соответствии с жилищным кодексом точно так же возникает обязанность по содержанию своего дома, как и у частного домовладельца. Однако это не значит, что деньги не будут выделяться из регионального или федерального бюджета, отмечает директор фонда капитального ремонта Михаил Баландин. Не только за счет жителей, но и за счет государственной поддержки проводить эти капитальные ремонты. Была разработана и утверждена краткосрочный план 2015-2016 года по 384 домам. Это адресный список. На каждом из данных домов был проведен всего лишь один вид капитального ремонта за счет выделенных средств. Из фонда содействия реформирования ЖКХ было выделено 654 миллиона именно с федерального бюджета. Сумма приходящих квитанций варьируется от 150 до 500 рублей, иногда и выше. Все зависит от квадратуры квартиры. Например, хозяева однокомнатных квартир площадью 25 квадратных метров будут платить по 154 рубля в месяц, двухкомнатных, а это 48 квадратных метров, 295 рублей, трехкомнатных 65 квадратных метров, 400 рублей. За эти деньги каждые 30 лет будет производиться капитальный ремонт. Сокращая срок реализации, нужно повышать минимальный взнос. Вот чтобы как бы было для всех слоев населения это доступно и произведен оптимальный вариант, когда в течение 30 лет мы выполним эту программу, отремонтируем дома. Причем некоторые виды работ подразумевают проведение за этот период 2 раза. Проведение капитального ремонта. После 1 января 2017 года жители многоквартирных домов будут получать единую квитанцию на оплату всех видов коммунальных услуг. Сюда войдет и оплата за капитальный ремонт. Нариман Тарсинова, Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». В этом году полуостров получил на ремонт и строительство дорог 18 миллиардов рублей. Большая часть средств уже освоена. В Крыму уже начали применять новый метод по ремонту дорог в селах. Об этом и многом другом в ходе выездного обследования текущего ремонта рассказал исполняющий обязанность начальника службы автодорог Республики Крым Игорь Кравченко. На сегодняшний день на территории полуострова нуждается в ремонте 83% дорог. По словам временно исполняющего обязанности начальника службы автодорог Республики Крым Игоря Кравченко, к концу года количество таких дорог уменьшится на 15%. Ситуация меняется в положительную сторону. Ремонтные работы дорог полуострова идут полным ходом и укладываются в установленные сроки. Следующий год у нас ждет полномасштабные работы. Это строительство нашей трассы Таврида, это обход аэропорта
где строительство нового терминала будет. Ну, ряд ключевых объектов. Плюс программа «Сельские дороги», где мы будем тоже восстанавливать грунтовые трассы, то есть 4-5 категории. Активизируются работы на участках Севастопольское шоссе. Цель рабочей поездки – проконтролировать ход работы на участках ключевых артерий полуострова. В первую очередь посетили участок дороги по трассе Николаевка-Симферополь. Ремонтом данного участка дорог занимается компания «Доринвест Крым». По словам представителей компании, темпы максимальные, работы ведутся практически круглосуточно. Сроки сдачи объекта до 10 декабря. Если не подведут погодные условия, до конца ноября планируется нанесение верхнего слоя и обустройство дороги, нанесение дорожной разметки, знаков и металлического барьерного ограждения. На данный момент идет устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1. Ежесменно мы укладываем порядка 1500–2000 тонн в смену. И это ориентировочно 1,5–2 километра. Работы на одном из участков дорог по восточному обходу Симферополя также выполняются в сроки. В работе применяются современные технологии и качественный материал. На данный момент полностью выполнены работы по установке бортового камня 100%. Работы по, в простонародье называется поребрик, установка 100%. Уложен выравнивающий слой, идет укладка нижнего слоя покрытия. На данный момент выполнено 40% от объемов. Осталось, верхний слой покрытия 100%. И небольшие, так сказать, отделочные работы. Ремонтом участка дороги 110 и 113 километров по трассе Симферополь-Феодосия занимается общество с ограниченной ответственностью ДСУ номер 45. На данном участке дороги применяют новую современную немецкую технологию холодного ресайклинга. В России она используется 12 лет, а в Крыму с прошлого года. Это дешевый, но надежный способ для грунтовых дорог и болотистых местностей. Почва перемалывается и смешивается с цементом и водой. Срок службы 10 лет. Ресалкинг идет, это разрабатывает старое покрытие с добавкой материала, перемешивается с цементно-стиковым блоком, с добавлением воды, уплотняется, делается уклон и все как положено. Выделяется толщина 30 сантиметров. Потом следующий слой 4 сантиметра, это выравнивающий слой покрытия и 5 сантиметров верхний слой покрытия. Как сообщил Игорь Кравченко, все ремонтные работы на территории полуострова будут закончены до середины декабря. На следующий год запланированы полномасштабные работы. Первый этап строительства автотрассы Таврида планируется завершить к концу 2018 года, второй – к концу 2020 года. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Жители компактного проживания крымских татар микрорайона Камыш-Кура, села Доброе Симферопольского района жалуются на плохие дороги. После ливней здесь смываются мосты, улицы превращаются в реку. Тему продолжит Мавиля Июб. Так выглядят улицы микрорайона Камыш-Кура после продолжительных осадков. Аналогичная ситуация повторяется из года в год. В итоге подтапливает подвалы жилых домов. Но вот следы от этого наводнения остались. Вот они. Вот здесь мусор. Все принесло оттуда. Вот здесь кругом был мусор. Здесь почистили, конечно. Вот. По этому уровню можно определить, какое наводнение было здесь. Микрорайон Камыш-Кура основан 25 лет назад. Сейчас там проживает около 200 семей. На протяжении долгих лет дороги микрорайона находились без капитального покрытия. Жители говорят, выехать в город – большая проблема для каждого. Как мы добираемся? Мы вот так вот добираемся. По этой грязи выходить у нас пешком идем мы. Это 2-3 километра получается, если это по этой улице. А если оттуда откуда-то идешь, и того дальше больше получается. В город выходить неудобно в грязной обуви. Вот мы берем калоши и в пакете сапоги там и туфли выходим через это поле до старой школы. Это примерно где-то 1,5 километра. Потом переобуваемся, прячем в пакет калоши куда-нибудь, едем в город чистенькие, возвращаемся и точно так же переобуваемся. Вот так мы и ходим. А дети бедные, не успеваешь покупать обувь им. Эбазер Белялов проживает в Камыш-Куре уже 15 лет. Признается, за все это время не раз сталкивался с тем, что вовремя не мог выехать в нужное место. Из-за плохих дорог в микрорайон не заезжают даже маршрутки. Я же говорил, общественный транспорт – это автобазы, там и шофера даже конкретно, каждый, наверное, не заинтересован, чтобы сюда ехать. Почему? Пока он приезжает сюда, машина пачкается. А он ехать должен дальше в город. А в городе могут ругать его за то, что он грязь с села привез сюда.
А что, мойки есть, что ли, там где-нибудь машин помыть? Вот надо так делать. Дорогу сделать, машины пустить надо. И все будет более-менее. Для того, чтобы разрешить ситуацию, жители не раз обращались к властям, но пока все старания напрасны. Да, мы и в райсовет обращались, и местный райсовет переслал наше письмо в сельский совет, но никаких результатов не было. Наша телевизионная группа попыталась получить официальный комментарий от главы Добровского сельского поселения, но пока нам этого не удалось. Мы будем ожидать разъяснения ситуации. Мавиле Юпедем Исмаилов, телеканал Миллет. В Крыму продолжаются мероприятия, посвященные Дню крымско-татарской письменности. Так, в библиотеке имени Гаспринского прошел круглый стол, посвященный древнетюркскому письменному памятнику XI века, дидактической поэме «Кутагду-Белик» и его автору Юсуфу Баласагунскому. На мероприятии побывал и наш корреспондент Мухаммед Закиряев. Проводить дни крымско-татарской письменности в библиотеке имени Гаспринского уже стало хорошей традицией. На протяжении нескольких лет здесь проходит ряд мероприятий, связанных с историей и развитием нашей письменности. К примеру, в этом году сотрудниками библиотеки был подготовлен круглый стол, в ходе которого участники обсудили древнейший памятник тюркской письменности, сохранившийся до наших дней. Студенты и преподаватели факультета крымско-татарской и восточной филологии Таврической академии выступили с докладами о жизни и деятельности тюркского писателя Юсуфа Баласагунского. Сегодня прошло мероприятие, посвященное Дню крымско-татарской письменности и культуры. В этом мероприятии приняли участие наши преподаватели и студенты нашего факультета. Я считаю, что это очень важное мероприятие для современной молодежи и надеюсь, такие мероприятия в дальнейшем будут проводиться чаще. Юсуф Баласагунлы родился в 1017 году в столице государства Караханида в городе Баласагун. Его отец являлся одним из видных богатых людей того времени. В возрасте 50 лет Юсуф завершил поэму «Благодатное знание», начал писать свою книгу «Баласагуни» и закончил в Кашгаре. Многие тюркоязычные народы по праву могут считать его произведение иском или первым шедевром своей письменной литературы. Юсуф Баласагунлы был противником тех, кто, пренебрегая своим родным языком, говорил или писал на арабском или персидском языках. Сегодня в Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Гаспринского в рамках Дней крымско-татарской письменности и культуры проходит круглый стол, посвященный Юсуфу Баласагунлы и его дидактической поэме, написанной в XI веке «Кутагду-Белик». А также прошла презентация выставки «История крымско-татарской письменности и культуры», на которой представлены материалы, отражающие развитие крымско-татарской письменности. Это от архона-енисейских памятников VI века до сегодняшнего дня. Крымско-татарский народ имеет богатую культуру, древнюю письменность и литературу. История каждого народа изучается на основе памятников материальной культуры. Одним из главных источников, свидетельствующих об уровне развития того или иного народа, является его письменность. Мухаммед Закиряев, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Сегодня специалисты одной из самых точных профессий отмечают праздник Международный день бухгалтерии. 10 ноября 1494 года была опубликована книга Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии. Именно с этим событием связан выбор даты праздника. О людях этой профессии и о том, какие качества необходимы каждому бухгалтеру, в сюжете Диляры Шевкетовой. Профессия бухгалтера – одна из древнейших. 6000 лет тому назад люди стали целенаправленно регистрировать факты хозяйственной жизни. Вот уже 522 года, как вышла книга Луки Пачоли, и началось осмысление учета. Вот вы понимаете, цифры – язык нашей экономики, язык нашей специальности, язык нашей науки. Поэтому без цифр убедить кого-то, ну, это просто невозможно. Так, поэтому только цифры могут донести достоверную и объективную информацию. И бухгалтер – это специалист, совмещающий в себе множество профессиональных качеств, необходимых в современном обществе. Исмаил Ягияев работает бухгалтером в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей с 1993 года. Говорит, с будущей профессией определился еще в детстве, до сих пор предан своему делу и вовсе не находит его скучным. Главное качество бухгалтера, я считаю, должно быть терпение. Потому что в бухгалтерию в каждой организации приходит очень много сотрудников с разными вопросами и по зарплате, и по другим. Меня иногда спрашивают, если бы вы могли что-то поменять, выбрали бы вы эту профессию?
я категорически отвечаю, обязательно выбрал бы только эту профессию. Крымский инженерно-педагогический университет обучает бухгалтерскому учету более 20 лет. При этом желающих овладеть этой профессией не становится меньше. С детства нравилась эта профессия, всегда знала, что эта профессия актуальна. Мечтаю в будущем открыть свои фирмы, сеть, наверное, магазинов торговых, в которых сама буду главным бухгалтером. А между тем спрос на специалиста продолжает расти, ведь ни одно предприятие не может обойтись без счетовода. Без учета, без объективного учета не может быть и объективного вектора направления развития нашей экономики в целом. Вот это очень важно. Поэтому мы готовим специалистов по учету анализа аудита вот уже 22 год. И наши работники, то есть наши выпускники, они занимают достаточно высокое положение. Доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Тамила Каджаметова, выпускница первого набора студентов в 1999 году. Преподает в университете 17 лет. Тамила Каджаметова рассказала, что простой бухгалтер в будущем может стать финансовым менеджером, перед которым открывается большой спектр задач. У нас очень много хороших, талантливых студентов. Они сейчас очень креативные, стараются участвовать во всех мероприятиях, и в научных, и в общественных мероприятиях, и очень заинтересованы в работе над собой, в своем развитии, и мы этому всячески способствуем. Профессия бухгалтера требует постоянного развития. Возможность выбора свободного графика – преимущество этой специальности. В честь праздника в Крымском инженерно-педагогическом университете будет проведена конференция, в которой будут участвовать более 70 студентов, аспирантов и молодые специалисты. Диляра Шевкетова, Умир Мустафаев, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Миллет. До новых встреч в эфире.